планируется некая реконструкция онкологической службы в республике. Делается это на благо пациентов, для того, чтобы у пациентов была возможность получать больший спектр лечения, диагностических процедур. Вместе с тем пациенты могут получать весь тот объем помощи, который оговорен в рамках госгарантии на бесплатную медицинскую помощь. Таким образом, на самом деле для пациентов в плане обращения в клинике, получения медицинской помощи, прохождения диагностического этапа ничего не меняется. Все так же работает. Единственное, мы получаем возможность сделать качественный шаг вперед, так как в рамках взаимодействия с частным партнером будет возможность, и уже эта работа ведется, на переоснащение онкологического центра. И речь идет не только о переоснащении, но и об дополнительных возможностях для пациентов. Сегодня в Центре онкологии АйМед проходит День открытых дверей, когда мы открыты для свободного посещения, для того, чтобы любой человек, любой житель Чеченской Республики или других прилежащих территорий мог обратиться за помощью в онкологическое учреждение для консультативного приема ведущих специалистов, онкологов и гинекологов. Поэтому все мероприятие направлено на раннее выявление онкологических заболеваний, и, естественно, это ведет за собой увеличение продолжительности жизни и излечение пациентов, у кого может быть онкологическое или предопухолевое заболевание. Эти акции крайне важны, они проводятся по всей территории Российской Федерации, и я очень надеюсь, что в следующие дни открытых дверей, которые будут проходить также на площадке Центра онкологии АйМед, мы будем видеть все больше и больше жителей республики, которые заботятся о своем здоровье и которые хотят вовремя выявить проблемы в своем здоровье для того, чтобы их успешно лечить и чтобы в дальнейшем вести здоровый образ жизни. Сегодня наша цель сделать так, чтобы современная высокотехнологичная онкологическая помощь в Чеченской Республике была доступна каждому ее жителю и оказывалась она на максимально качественном уровне. Поэтому, несмотря на реализацию национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», в рамках которого уже закуплены десятки единиц оборудования, мы продолжаем привлекать модернизацию нашего лечебного учреждения частные инвестиции. Так, благодаря программе государственного частного взаимодействия планируется приобретение еще одного линейного ускорителя, что позволит наладить бесперебойную работу в лечении онкологических больных в ближайшее время. Также планируется построить новый корпус Центра онкологии, потому что все знают уже, что в старом невозможно оказывать качественную медицинскую помощь на, скажем так, высоком уровне. Также нами была уже возобновлена работа по прохождению всех этапов лицензирования для проведения важного вида лучевой терапии, такой как брахитерапия. В настоящее время она абсолютно никак не оказывается на территории Чеченской Республики и направлена в первую очередь на лечение опухолей женской репродуктивной системы. Также новой ступенью развития региональной онкослужбы станет появление Центра ядерной медицины, который будет оснащен современным позитронно-эмиссионным компьютерным томографом, который позволит проводить, скажем так, стадировать, обследовать наших пациентов на более качественном и высоком уровне. Получается, что мы начинаем новый этап работы онкологической службы под названием «Центр онкологии АйМед». Также хочу отметить, что несмотря на внедрение частных средств инвесторов, усовершенствование материально-технической базы, общей инфраструктуры, медицинская помощь онкологическим пациентам будет продолжать оказываться в рамках программы ОМС. То есть, что для пациентов очень важно, это все будет абсолютно бесплатно. Все, как прописано в техпрограмме госгарантии, согласно новым приказам по оказанию онкологической помощи нашим пациентам, это все будет полностью бесплатно. Нашей главной задачей было сохранить для онкопациента возможность получать медицинскую помощь по системе обязательного медицинского страхования, и у нас это получилось. Также для пациентов Чеченской Республики лечение онкологии остается бесплатным, но только теперь уже на более качественном уровне.
Я сама врач, но, правда, уже пенсионер. Но я считаю, что, как и каждый наш лозунг врача, болезнь легче предупредить, чем ее лечить. Поэтому, конечно, все женщины должны проходить вот такое вот предварительное обследование, найти время и прийти. Для этого это и делается в выходной день, для того, чтобы удобно было всем женщинам, которым можно было оторваться от работы и прийти для такого, для обследования своего здоровья. Это очень важно и очень нужно. Да, я очень довольна, хорошо организовано, хорошо все сделано, все по очереди, не надо никуда бегать, волноваться, все тебя встретили и дали направление к одному, второму доктору, и уже оттуда идет обследование. Очень даже довольна, очень хорошо организованно. Да, я довольна.